Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Это время мы снова решили посвятить финансовому, а точнее банковскому сектору, который в России сохраняет устойчивость, несмотря на уже введенные международные санкции против нашей страны и риск ввода новых ограничительных мер. Означает ли это, что мы полностью адаптировались к подобного рода рискам и нам уже ничего не страшно? Наверное, в таком важном вопросе любые шапкозакидательские настроения неуместны. И тем не менее факт остается фактом. Банковский сектор в России демонстрирует рост по ключевым показателям. Давайте обратимся к свежему исследованию Центрального банка. Посмотрим на некоторые тренды развития банковского сектора России за период с января по октябрь 2018 года. Итак, за 10 месяцев совокупные активы банковского сектора увеличились на 4%. Этот рост обеспечен как ростом корпоративного кредитования за 10 месяцев на 5,9%, так и розницы, которая прибавила аж 18,7%. Важный показатель – прибыль банковского сектора. За 10 месяцев 2018 года выросла существенно. Для сравнения, она в 1,7 раза больше финансового результата за аналогичный период прошлого года. В этот период банки активно работали с реальным сектором экономики, о чем говорят и цифры. Прирост кредитования экономики плюс 9,6%. Более чем вдвое превысил показатель января-октября 2017 года. Тогда было плюс 4,7%. Кредиты нефинансовым организациям увеличились почти на 6%. Их динамика также была более чем вдвое выше прошлогодней. Любопытный расклад по кредитованию отдельных отраслей экономики. Кто в лидерах? Итак, самые высокие темпы роста за 9 месяцев текущего года относительно других отраслей показали компании транспорта и связи. Прирост составил 34%. На втором месте по темпам прироста за 9 месяцев текущего года портфель кредитов строительному сектору – плюс 11%. На третьем месте кредитование торговых организаций – прирост 10%. Кредитование сельского хозяйства демонстрирует устойчиво высокие темпы прироста – плюс 9,4%. Ну и, как мы уже отмечали, розничный кредитный портфель рос в этот период ускоренными темпами и стал, как отмечают специалисты, одним из драйверов роста экономики в целом. Рост розничного портфеля поддерживался снижением стоимости заимствований. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в сентябре 2018 года составляла 12,5% годовых. В январе 2018 года она составляла 13,5%. Ипотечный жилищный портфель, включая приобретенные права требования, за январь-сентябрь вырос на 17,4%. Опять же, это лучше прошлогодних результатов. За январь-сентябрь 2017 года рост составлял 9,7%. Что касается кредитования малого и среднего предпринимательства, многое будет зависеть от эффективности госпрограмм поддержки и дальнейшего развития экономической ситуации в стране. Хочется оставаться и здесь оптимистами. По крайней мере, эксперты дают такой прогноз. В 2019 году при продолжении стабилизации экономической ситуации и росте потребительского спроса кредитный портфель малого и среднего предпринимательства может вырасти на 10%. Просрочка останется на уровне 14-15%. На снижение просрочки может повлиять, в частности, и отбор в портфеле банков более кредитоспособных предпринимателей за счет эффективных практик риск-менеджмента и расширения программ господдержки для наиболее успешных отраслей малого и среднего бизнеса, дающих лучшую отдачу. Об этом мы еще поговорим более подробно в нашей программе, а также вы узнаете, как работают банковские гарантии и кто может на них рассчитывать. Вас ждут экспертные оценки, прогнозы на год наступающий и обзор линейки продуктов от банка Аверс. Мы начинаем, смотрите в этом выпуске. Есть некий стереотип недоверия предпринимателя к органам власти, в частности и
при оформлении кредитов. Кредиты для реального сектора экономики. Как сблизить интересы бизнеса и банков. Наше поручительство для субъектов малого и среднего предпринимательства является как обеспечение. Гарантийный фонд. Как в Татарстане работает этот инструмент поддержки бизнеса. Расскажем. Риск, связанный с выдачей банковской гарантии, сопоставим с риском по обычному корпоративному кредиту. Банковские гарантии. Как и кто может их получить? Как развивается рынок банковских гарантий в Татарстане и что предлагает бизнесу банк «Аверс». Казанский купеческий банк занимался в основном учетом векселей. Историческое здание с фасадом в стиле барокко и ренессанс. Здание Казанского купеческого банка. Что с ним стало? Любопытные подробности. Банк «Аверс». 28 лет успешной работы на банковском рынке России и Татарстана. Как и благодаря кому удается удерживать лидирующие позиции в республике? Какую линейку продуктов предлагает своим клиентам один из ведущих банков Татарстана? Итак, российская экономика не сгибается под гнетом западных санкций, в каких-то сферах уже адаптировалась к новой для себя реальности, а где-то даже извлекает выгоды. К положительным моментам стоит отнести инициирование политики импортозамещения в масштабах всей страны, начало работы по созданию российской платежной системы, снижение зависимости страны от внешних финансовых ресурсов. Сейчас для России, на мой взгляд, крайне важно быстро перейти на новый этап своей экономической политики. Мы должны четко осознавать, что темпы роста на уровне 1–2% нас не устраивают в принципе. Это даже не экономика выживания, это путь на задворке в мировой табеле о рангах. А место России в пятерке лучших экономик мира. И чтобы осуществить такой прорыв, мы должны расти хотя бы на 7–8% в год. Многие эксперты и экономисты считают, что это нам вполне по силам. Большая роль в этом процессе отводится реальному сектору экономики, прежде всего в несырьевой и высокотехнологичной сфере. Финансовую базу для такого амбициозного роста должны обеспечить отечественные банки. И предпосылки для этого имеются, в том числе и в такой области, как кредитование малого и среднего предпринимательства. Сектор малого и среднего предпринимательства имеет колоссальный потенциал для роста. В Татарстане в приоритете поддержка компаний реального сектора экономики. Особое внимание уделяется развитию промышленных площадок, особенно в муниципальных районах. Их уже более 70, но остаются вопросы с заполняемостью таких индустриальных парков. К примеру, в Мамадышском районе недавно заработал самый большой по территории муниципальный промпарк. Из компаний резидентов вот это производство пластиковых окон, на подходе еще одна компания, которая будет изготовлять автокомпоненты. Глава района Анатолий Иванов считает, что это только начало. Промплощадка имеет хорошие перспективы. Среди плюсов удобная логистика, низкие тарифы на электроэнергию, дешевая рабочая сила. Однако самостоятельно, без поддержки государства, освоить такие площади местным властям и малому бизнесу не под силу. Анатолий Иванов ратует за более эффективные меры и инструменты, особенно меры финансовой поддержки. Главная проблема сегодня – это финансирование. Сегодня очень много проектов, очень много, желающих сегодня зайти. Все упирается в деньги. Допустим, банки давали под свои 12–13%, а в то же время наше государство, допустим, субсидировало, оставалось бы, допустим, 5% самим предпринимателям. Это можно было и за год, за два, сегодня заполнить. Сказать, что программ поддержки в Татарстане мало, будет неверно. Тема кредитования предпринимательства, к слову, стала центральной на последнем совете по предпринимательству с участием президента республики. Рустам Минниханов еще раз отметил, что на поддержку бизнеса ежегодно из бюджета выделяется 1 миллиард рублей. Создана первая региональная лизинговая компания, есть программа микрозаймов, программа лизинг-грант, субсидирование процентных ставок, поручительство по кредитам. Но вместе с тем, как мы видим, у бизнеса есть вопросы, отметил Рустам Минниханов. Как, если не снять их совсем, хотя бы уменьшить остроту проблемы? Одно из предложений, прозвучавших на совете, как-то унифицировать пакет документов, которые предприниматель подает в банк при оформлении кредита. У малого бизнеса чаще всего даже бухгалтера нету, то есть это на аутсорсинге, либо сам директор ведет бухгалтерию, поэтому ему собрать пакет документов значительно сложнее. Кроме того, нету какого-то жесткого пакета документов. Вот, например, по ипотеке мы четко знаем, там трудовая книжка, 2 НДФЛ, паспорт. У банкиров свои доводы.
Ни для кого не секрет, что зачастую представители малого бизнеса, мягко говоря, не отличаются высокой финансовой дисциплиной. Непрозрачная бухгалтерия для любого банка – это повод не выдавать кредит. Для разрешения острой проблемы нужно двигаться сразу по нескольким направлениям. Во-первых, обучать предпринимателей. Во-вторых, снижать риски, в том числе за счет привлечения государства. Ну и, конечно, вести диалог с банками. Что касается государственных программ поддержки, по словам министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева, в этом вопросе еще много стереотипов. Есть какой-то некий стереотип недоверия предпринимателя к органам власти, в частности, и при оформлении кредита. То есть вот к нашему Министерству экономики отношение такое, как к фискальному органу, который затребует массу документов, и что потом будет, неизвестно. Предприниматели в России, они просто не доверяют государству. Вот, ну, это просто ключевая проблема, вот и все. То есть они просто не доверяют, и все. Поэтому там как-то опираться на государство, как-то искать в них поддержку. Люди просто боятся, у них страх как-то повернуться лицом к государству. Вот, это также вот подтверждает то, что много в тени у нас. В любом случае, эти процессы, процедуры можно упростить раз. Во-вторых, новые инструменты, которые могли бы, но и предпринимателей надо учить. Наверное, мы все-таки этим вопросам мало уделяем внимания. Почему банки настороженно относятся к кредитованию малого и среднего бизнеса? Для этого есть ряд объективных причин. Во-первых, для анализа заемщиков российские банки пользуются стандартами, которые были приняты Европейским банком реконструкции и развития. По стандартам ЕБРР банковские аналитики должны оценивать платежеспособность заемщика на основе его бухгалтерской отчетности. Поэтому банки запрашивают у предпринимателей множество документов. В частности, оборотно-сальдовые ведомости, балансы, договоры с основными покупателями и поставщиками. Подход, предложенный ЕБРР, проверен временем, поэтому заслуженно пользуется доверием банков. Так почему возникают проблемы с кредитованием малых компаний? Дело в том, что стандарты ЕБРР создавались для оценки крупных и средних предприятий и не учитывают специфику малого бизнеса. А в чем эта специфика? Если кратко, малые компании хуже, чем крупные предприятия, ведут отчетность. Также часто у них нет ликвидных активов. Но что хуже всего, банкам, увы, невыгодно кредитовать малый бизнес. Как решить эту проблему хотя бы отчасти? Решение появляется, если часть рисков на себя берет государство. Оно же может выступить гарантом по кредитам малого бизнеса. Как эта схема работает на практике, расскажет Зарина Ахметова. История с могилы Хуснудинова – яркий пример того, как постепенно научная деятельность переросла в источник заработка. Здесь, в лаборатории Казанского исследовательского технологического университета, профессор и его команда делали первые шаги в предпринимательстве. За годы исследований у них накопилось приличное количество научных разработок. Одна из них призвана помочь промышленным предприятиям. Исследования они направлены были на утилизацию масла нефтесодержащих отходов, особо высокоустойчивых эмульсий. И к нашему большому удивлению, а мы нефтяники по своей специальности, такие проблемы оказались в огромном количестве отраслей. Это и железнодорожный транспорт, и нефтяная, и нефтехимическая промышленность, и металлургия. И мы предложили метод, который позволяет такие отходы, вот эти высокоустойчивые шламы, обезвоживать и получать из них товарные продукты, то есть гастируемые котельные топлива. Со временем появился заказчик, желающий внедрить новую технологию. Казалось бы, дело осталось за малым, но как это бывает зачастую, есть идеи, есть потенциальные потребители, но нет необходимых средств для старта. Тогда за помощью начинающие бизнесмены обратились в госструктуру – Гарантийный фонд Республики Татарстан. Объяснили ситуацию, что у нас предполагается такая сделка, примерные сроки назвали, и что нам понадобится их поручительство для получения банковской гарантии. В конечном итоге это позволило дать старт проекту. То есть мы получили банковскую гарантию в Банке Казани, получили для этого поддержку гарантийного фонда в виде его поручительства, смогли предоставить это заказчику, получили аванс, и фактически на сегодняшний день у нас фактически половина проекта выполнена. И это только один из сотни примеров, когда поручительство гарантийного фонда стало отправной точкой для бизнеса.
Все просто. Чтобы развивать свое дело, предприниматель прибегает к услугам банка или других финансовых организаций для получения финансирования. Банк, рассматривая заявку клиента, проверяет его финансовое положение, определяет возможность предоставления кредита. Если у заемщика нет залоговых средств, то финансовая организация обращается в гарантийный фонд для поручительства. Наше поручительство для субъектов малого и среднего предпринимательства является как обеспечение. И согласно нормативным документам Центрального банка, наше обеспечение – это для банкиров вторая категория обеспечения. На сегодняшний день у нас 42 банков-партнеров, 3 лизинговые компании и 4 фонда. Обратиться за помощью в гарантийный фонд можно и при выборе подходящего банка. Специально для этого здесь функционирует единый центр кредитования. Его специалисты проконсультируют по наиболее выгодным предложениям и помогут в сборе необходимых документов. Это повышает вероятность оформления договора с банком и сокращает сроки рассмотрения заявки. Мы им помогаем составлять пакет документов, направляем в тот банк-партнер, в который они хотят обратиться, и не только направляем, мы как бы отслеживаем вот эту заявку до момента получения непосредственно финансирования. Всего за 4 года работы гарантийным фондом республики было выдано более 1000 поручительств. В этом году планируется выдать порядка 150 поручительств на сумму около миллиарда рублей. Есть еще один инструмент, который может существенно облегчить жизнь компаниям реального сектора. Это опять же гарантии, только на этот раз банковские гарантии для бизнеса. Рынок банковских гарантий в Татарстане продолжает активно развиваться. Растет как количество сделок, так и их объем. По оценкам специалистов, прогноз роста рынка гарантий на 2018 год по сравнению с прошлым годом составит порядка 30–40%. Основная причина повышения интереса к гарантийным продуктам – невысокая стоимость услуги и широкая палитра предложений на рынке. Как оформить банковскую гарантию и какие преимущества она дает бизнесу, узнаете из нашего следующего материала. В современных экономических условиях на рынке всегда существуют определенные риски. Вне зависимости от размеров бизнеса, компании всегда стараются подстраховаться и обезопасить себя от возможных неблагоприятных последствий. Если раньше чаще всего партнерам предоставляли отсрочки, то сегодня многие предприятия отсрочкам предпочитают банковские гарантии. Банковская гарантия – это соглашение, по которому банк принимает на себя обязанность выплатить оплатить обязательства своего клиента в случае, если клиент сам этого сделать не сможет. Банковская гарантия является надежным инструментом обеспечения обязательств клиента перед третьими лицами. На российском рынке этот продукт активнее всего используется в сделках, связанных с выполнением заказов в рамках государственных контрактов. Несмотря на то, что банк получает от клиента вознаграждение, определенные риски для него также есть. По большому счету для банка риск, связанный с выдачей банковской гарантии, сопоставим с риском по обычному корпоративному кредиту. Поэтому к тем, кто претендует на получение банковских гарантий, предъявляются примерно такие же требования, как к обычным заемщикам. Выбирая кредитную организацию, специалисты советуют обратить внимание на некоторые характеристики, которым она должна соответствовать. Так, капитал кредитного учреждения должен составлять минимум 300 миллионов рублей, а кредитный рейтинг по национальной шкале быть не ниже уровня B – аналитического кредитного рейтингового агентства, или РУБИ – агентство «Эксперт РА». Данным требованиям в полной мере отвечает банк Аверс. Он предлагает самые востребованные виды гарантий, работает с тендерными гарантиями, исполнениями обязательств по контракту или договору, возвратами авансовых платежей и гарантий в пользу таможенных органов. Сумма и срок гарантии определяются индивидуально, с учетом активов компании. Банк использует персональный подход к каждому клиенту, поэтому стандартной комиссии и обязательного страхования заложенного имущества нет. Все это определяется индивидуально. Для получения банковской гарантии в банке Аверс необходимо, во-первых, собрать пакет необходимых документов и передать в банк вместе с заявлением на получение гарантии. Далее банк анализирует предоставленные ему на рассмотрение документы и выносит решение о выдаче гарантии. После заключается договор, по которому банк обязуется предоставить гарантию, а вторая сторона
должна выплатить соответствующее вознаграждение. На следующем этапе банк Аверс оформляет документ и вносит сведения о нем в реестр банковских гарантий. И в завершении клиент получает на руки свой экземпляр договора, оригинал банковской гарантии, а также выписку из реестра. Сегодня банк Аверс – один из ведущих и наиболее стабильных банков на финансовых просторах не только нашей республики, но и всей России. Этот факт подтверждают и различные рейтинги, которые мы уже не раз приводили в нашей программе. Но для наших зрителей будет любопытно узнать, что Татарстанский банк является продолжателем славных традиций Казанского купеческого банка. И более того, здание банка Аверс, его головного офиса в Казани, не потеряло исторического предназначения. Зарина Ахметова продолжит. Это был первый и единственный купеческий банк Казанской губернии. В 1864 году он был образован как отделение Государственного банка. Чуть позже преобразован в акционерный коммерческий банк. В 1903 году банк переезжает в новое здание. Сегодня это объект культурного наследия республиканского значения. Внутри же были все необходимые для банковского помещения постройки. К примеру, по лицензии одной из немецких фирм была оборудована стальная комната стоимостью в 40 тысяч рублей. Это был прообраз современного депозитария, где хранились ценности казанских купцов. Учредителями банка выступали ведущие представители коммерческого мира Казанской губернии. Среди его создателей был Александр Сергеевич Александров, этот сын знаменитого купца Александрова, торговца. Они были тесно связаны родственными узами Салафузовыми. И его родная сестра была знаменитой благотворительницей Ольгой Сергеевной Александровой Гейнс. И, значит, кроме него там принимал участие, например, знаменитый производитель спиртных напитков в Казанской губернии Дмитрий Иванович Вараксин, а также многие-многие другие предприниматели. Складочный капитал банка насчитывал 1 миллион рублей, под который выпустили 4000 акций по 250 рублей. Солидная по тем временам сумма основного капитала, широкий спектр услуг, а также рентабельность Казанского купеческого банка привлекали многих крупных предпринимателей. Среди держателей акций были и татарские предприниматели, такие как Садык Галикеев, Сулейман Аитов, Гариф Утямышев и другие. Казанский купеческий банк занимался в основном учетом векселей. Это была его главная функция, и в принципе он получал на этом неплохую прибыль. То есть он выкупал досрочные обязательства одного купца перед другим, и потом уже продавал их с дисконтом, получая свой процент при вот таком своеобразном посредничестве. Другими источниками дохода Казанского купеческого банка было кредитование предпринимателей и операции с ценными бумагами. Значительную роль в формировании ресурсов банка играли вклады клиентов. Казанский купеческий банк проработал до 1918 года. В советское время сюда переехало Министерство финансов ТАССР, а также налоговая инспекция. К историческому предназначению здание вернули лишь в начале 21 века. Спустя ровно 100 лет с момента постройки сюда переехал банк Аверс. Он был зарегистрирован в 1990 году как медицинский коммерческий банк Аверс и стал одним из первых участников банковской отрасли страны. Но положение его ухудшилось после финансового кризиса 1998 года. Тогда, в избежании банкротства, контроль над банком Аверс руководство республики предложило взять группе компаний «Таиф». Таким образом, только за первый год уставной капитал банка был увеличен с 9,8 миллионов рублей до 138. Так началась новая жизнь одного из ведущих банков республики. Следуя трендам, банк Аверс постоянно развивается, совершенствуя сервисы. Большим спросом пользуется система дистанционного банковского обслуживания. На сегодняшний день банк предоставляет круглосуточный доступ к счетам и картам. В мобильном приложении Аверс онлайн можно совершать платежи по реквизитам, переводить средства с карты на карту любого банка, а также оплачивать услуги мобильной связи, интернета и ТВ, погашать кредиты других коммерческих банков Российской Федерации. Кроме того, в приложении можно найти ближайший офис, банкомат или терминал банка с расстоянием до выбранного объекта. Здравствуйте. Какой у вас вопрос? Для своих клиентов банк Аверс старается предложить наиболее выгодные продукты. Так, по процентным ставкам банк отошел на уровень 2013 года.
Сегодня он работает в интервале процентных ставок для рыночных клиентов от 9,5 до 9,75%. Для сотрудников предприятий, относящихся к группе компаний ТАИФ, в диапазоне от 9 до 9,25% годовых. Если нынешние условия ипотечного кредитования вас не устраивают, то вы всегда можете воспользоваться процедурой рефинансирования. Проще говоря, погасить один кредит за счет другого, более выгодного. Особой популярностью в банке Аверс пользуется продукт ипотечного рефинансирования «Перезагрузка 2.0». Клиентам предлагается не только снизить процентную ставку до 9,75% годовых, но и изменить размер платежа, срок кредитования, состав заемщиков. Таким образом, можно существенно уменьшить финансовую нагрузку. Чтобы получить консультацию специалиста по имеющейся линейке продуктов банка Аверс или оформить документы на ипотеку, вы можете обратиться в офис, позвонить по телефону горячей линии или оставить заявку на сайте. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век».